Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Я приветствую вас, уважаемые башкортостанцы. 20 февраля, в прошлое воскресенье, в Ишимбайском районе состоялся флешмоб, где местные жители высказались против того, чтобы к ним заходил французский инвестор. Сейчас расскажу коротко о сути проблемы. Наша республика Башкортостан всегда славилась своим медом. Знаменитый наш башкирский мед занимал первые места на всевозможных мировых ярмарках, конкурсах и так далее. У нас в республике Башкортостан произрастает 60% липового леса, 60% от всей России, да, то есть от всех лип России. И поэтому у нас такой знаменитый липовый мед, очень вкусный, очень полезный. Так вот, наши башкиры испокон веков добывали мед на своей земле. Раньше это были бортевой мед, потом, то есть как бы уже пасеки. Ну и из поколения в поколение передавали это ремесло, это умение. Сперва башкиры, потом уже, сейчас уже все, кто живет в республике Башкортостан, на башкирской земле, русские, татары, там, марийцы, чуваши и так далее, очень многие занимаются разведением пчел. Держат пасеки, кто 10, кто 50, кто и 100 ульев, да, то есть вот так. И вот к нам сюда заходит французский такой игрок, французская компания под названием Be Happy, что в переводе означает счастливая пчела. Они решили здесь у нас добывать мед. Решили установить здесь 70 тысяч пчелосемей. Вдумайтесь только, да, какая гигантская цифра. Собираются разместить вот эти свои 70 тысяч на территории 11 или 12 районов Республики Башкортостан. Самые наши красивые, природные такие вот, знаменитые красивые природы своей, вот эти районы Ишимбайский, Бурзянский, Кугарчинский, ну и так далее. Так вот, начинать хотели с Ишимбайского района, где в начале марта должен был пройти аукцион, где должны были передать земли этому французу, этой французской компании. Сперва было 14 участков, но когда вот поднялся шум, они объявили, что нет, им там 7 передадут участков. Ну, вот. Естественно, наши местные жители были против. Несколько причин, почему против. Во-первых, эти участки, которые им передают, они располагаются, большая часть из них располагается на территории башкирских заповедников. Ишимбайский вот этот заповедник, да, где нельзя вообще землю передавать, арендовывать. Сперва они арендуют, вот эта компания арендует на 10 лет, но ясно, понятно, что ради 10 лет они туда не зайдут. То есть потом уже будет на 49 продлено, и потом вполне возможно, что вообще выкупят. Так вот, вот эти земли, которые располагаются на территории заповедников, это раз. Во-вторых, их участки будут в непосредственной близости к участкам местных жителей, где уже они располагаются их пасеки, где они уже добывают мед. То есть прямое столкновение, да, конкуренция. И в-третьих, вот эти вот французы, естественно, все 70 тысяч своих пчелосемей не будут покупать местных пчел. Они будут завозить откуда-то со стороны. Там Карпатка там, или еще какая-то порода, не знаю. Но в любом случае это будет не местная, не наша башкирская пчела. У нас есть, хочу напомнить, что у нас есть своя порода пчел, башкирская пчела знаменитая, которая славится своей трудоспособностью, трудолюбием. Она очень работоспособная, она собирает до холодов мед, продолжает собирать пыльцу. Вот они боятся, наши местные жители, что вот эта завезенная пчела, она ассимилирует нашу башкирскую пчелу. И мы лишимся вот этой уникальной своей породы. Ну и самое последнее, самое главное, это, естественно, вот этот крупный монополист, он будет душить наших частников, у которых не так много, как я сказал уже, да, то есть своих ульев. Местные власти, естественно, любому инвестору рады, для них без разницы, это честный игрок, нечестный, что он вообще будет делать. Для них лишь бы вот человек зашел.
И вот эта вот компания Be Happy с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, такая ошечка, собирается инвестировать 3,8 миллиарда рублей. Да? То есть сразу напрашивается вопрос, откуда у такой маленькой компании такая сумма. Ну ладно, бог с ним. Но наши власти собираются для этой компании сделать все льготы, дают. Проводят им, во-первых, отдают землю им, проводят им всю инфраструктуру, освобождают от налогов на первое время. И из этих 3,8 миллиарда рублей возвращает им обратно 2 миллиарда в дальнейшем, да? Ну, откуда-то, за что такие плюшечки? Местные жители справедливо задаются вопросом, почему эти 2 миллиарда не вложить в нас, в местных пчеловодов? Постройте точно так же завод, да, по переработке меда. Скупайте по рыночной цене у наших пчеловодов. Постройте передвижные лаборатории, которые будут следить за качеством меда, то есть за пчелами, чтобы не было чужих завозных каких-то. Пожалуйста, только наши местные будут только рады этому, но нет, увы, у нас, как всегда, стараются задушить частный бизнес. В итоге местные жители записали видеообращение, где сказали, что они не хотят видеть данного инвестора. А уже в начале марта уже аукционы должны пройти по передаче земли, по аренде земли. Поднялся шум после этого видеообращения. Тут же прискакала команда с Уфы во главе с кем? Как всегда, с токсичным Бодрановым. Приехали, собрали местных жителей, собрали пчеловодов и начали им объяснять, что вы здесь неправильно делаете. Вы производите некачественный мед, у вас больные пчелы, у вас мед напичканный антибиотиками, ну и так далее и тому подобное. Естественно, это сразу получился скандал, местные жители возмутились этому. Один из местных жителей, Рамис Телепкулов, который является один из учредителей Зеленого щита, организации Зеленый щит, экологическая такая организация у нас есть в республике, которая, я считаю, сделала очень много полезного для Республики Башкортостан, для ее природы. Они контролируют качество воздуха вот в этих вот промышленных городах Салават, Ишимбай, Стерлитамак, замеряют воздух, там, поднимают шум, когда там выбросы слишком сильные. Они ездили по районам Республики Башкортостан, устанавливали незаконные карьеры, поднимали шум еще раз точно так же по незаконному добычу золота, ну и так далее. Они сделали очень много полезного. Так вот, один из основателей этой организации, местный житель, точно такой же местный житель, Рамис Телепкулов, он с села Макарова, задал вполне справедливые вопросы. Почему не обсуждается с местным жителем? Почему местных жителей ставят перед фактом? То есть почему местные жители узнают это буквально за несколько дней до начала аукционов, что сюда заходит такой инвестор? А инвестор уже такой охреневший, он уже объявление дал везде, то есть о том, что он нанимает на работу, смотреть за пчелами людей, то есть вот в Ишимбайском районе и так далее. И зарплату установил уже там, ну естественно не европейскую зарплату, а там 1000-2000 евро, нет, 20 тысяч рублей, несчастные 20 тысяч рублей, да. Вот. Рамис Телепкулов задал Бодранову вопрос. Бодранов, как всегда, в своей манере, он же не умеет нормально с людьми разговаривать. Это хам, наглый хам, еще таких поискать надо. Нахамил, нагрубил Телепкулову, Рамису, обвинил его в том, что он там нагнетает, там, политизирует вопрос, хайпует, что, мол, на самом деле это только Бодранов здесь все разруливает. Пуха на себя накидал, как всегда, то есть я там езжу, я тут разруливаю все экологические проблемы, а вы тут хайпуете якобы, да. Ну вот в духе Бодранова, он же, я говорю еще раз, он не умеет с людьми разговаривать, вот отъел вот такую рожу наглую и может только грубить. Ну, в общем, разговора не получилось с местными жителями, все остались при своих, эти уехали. Местные жители 20 февраля провели флешмоб, где собралось больше 2000 человек. Поддержать местных жителей приехали также люди из других районов Республики Башкортостан, также пчеловоды, которые точно так же обеспокоены всей вот этой ситуацией. Общественники приехали. Было записано
видеообращение, резолюция была принята Путину, местные власти башкирской, прокуратуру, где попросили не нагнетать обстановку, не заводить сюда этого инвестора. И что вы думаете, местная власть пошла навстречу? Это же будет не Хабиров тогда, если он пойдет навстречу и будет разговаривать с местным населением, пойдет ему на уступки. Нет, они, как всегда, начали ломать наше население через колено. Уже сегодня, 22 февраля, одного из местных жителей забрали прямо с работы. Полиция приехала, забрала, увезла в РОВД, начала составлять на него протокол. Якобы он был организатором всего этого мероприятия, данного флешмоба. Но доказать не смогли, что он был организатором. В итоге, чтобы не отпускать его с пустыми руками, его увезли в суд и дали ему там штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что он якобы был без маски на данном массовом мероприятии. Хотя, как всегда, двойные стандарты. Хабиров постоянно появляется без маски, Бадранов постоянно появляется без маски на различных мероприятиях. И судят наших простых людей. Ну, для острастки, чтобы боялись. То есть включилась репрессивная машина против местных жителей. Как еще раз я говорю, что местная власть, она не умеет разговаривать нормальным языком. Она умеет только способы через репрессии, через методом запугивания. Сейчас начнут штрафовать, потом начнут сажать на сутки несговорчивых. Большие, огромные штрафы будут давать. Если это не поможет, начнут приезжать тетушки, начнут избивать людей, как это произошло с Эльдаром Юмагуловым, искалечили человека, который точно так же поднимал вопросы карьеров у себя в Баймакском районе. Начнут сжигать машины людям. Все вот эти бадрановские методы, которые мы все прекрасно знаем, методы запугивания населения. В нормальных цивилизованных странах с людьми разговаривают, проводятся слушания, да, первоначально. Средний класс поддерживается, частные предприниматели поддерживаются. У нас что? У нас все вплоть до наоборот происходит. Весь наш частный бизнес практически задавлен. Монополисты задушили всех. Возьмем продовольственные магазины, вот эти продовольственные магазинчики, которые держали люди, кормились с этих магазинов, работу давали другим людям. Где они сейчас? Практически они все задушены. Все вот эти вот различные пятерочки, магниты, ленты, да? Они задушили, вот эти монополисты, задушили весь частный бизнес. Сейчас практически не осталось таких вот частных магазинчиков. И здесь то же самое с медом происходит. Заходит монополист огромный, который будет душить наших пчеловодов. Обращаюсь к властям. Когда вы научитесь разговаривать с людьми? Когда вы научитесь слышать людей? Когда вы перестанете наступать на одни и те же грабли? Давайте вспомним, что было несколько лет назад в Уфе. Вы точно так же завели сюда Карнашпан. Это вот мерзкое предприятие, которое загрязняет уфимскую воду, загрязняет воздух, вырубает наши леса. Изначально как было? Изначально было оговорено, что они будут рубить только, перерабатывать только сухостой или больной лес. Сейчас ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что туда день и ночь гонят фуры с нашим деловым лесом. Нашу липу знаменитую туда везут постоянно. А где продукция от этого предприятия? Кто-нибудь видел, нет? Которую она выпускает. Ее нету на наших рынках. Она вся уходит куда-то там за рубеж. Что остается нашим местным жителям? Загаженная природа, загаженная вода и все. И всегда так. Всегда так. То есть людей ставят перед фактом. Сами там втихую что-то там раз там договорятся. И людям говорят, все, вот здесь будет такой-то завод. Мы тут порешали уже, все. А вы у местных жителей спросили, хотят они этот завод или не хотят? И кого всегда заводят-то? Всегда заводят
не какие-то там предприятия, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Нет. Чтобы у нас выпускали там какую-то там электронику, да, то есть машины, автомобили какие-то, да, то есть ничего подобного. У нас вот эти сырьевые предприятия, которые качают и качают с нас сырье. Да, наша республика богатая, но это же не означает, что с нас нужно все выкачивать. Мы колония, мы превратились в колонию, у людей все отняли, все права отняли, все, что можно, отняли. Осталась земля, сейчас землю отнимаете. Запускаете сюда каких-то колонизаторов, вы нас видите как каких-то туземцев, которые готовы там свои земли продать за бусы. Нет, мы не туземцы. Мы здесь хозяева на этой земле. Мы народ Республики Башкортостан. И с нами надо разговаривать. С нами надо уважительно разговаривать, общаться. Не надо к нам посылать нукеров типа Бадранова, которые в приказном порядке с нами разговаривают. Этот токсичный человек, его уже все знают, кто он такой. Нет, а все равно его отправляют. Решалу как будто. Это не решал, это полный ноль. Абсолютный ноль. Когда у нас прекратят вести колониальную политику, которую проводит Москва? Наша сегодняшняя власть, вы превратились в проводника вот этой колониальной политики. Вы не заинтересованы, вы не любите свой народ, вы не любите свою республику. Вы из нее выкачиваете все, а недовольных ломаете, сажаете, запрещаете. Вот что вы делаете. Я вам говорю, что рано или поздно спрос будет со всех. С вас в первую очередь. Если вы не одумаетесь, если вы не повернетесь лицом к народу, вы будете все отвечать за ваши действия, за ваши преступные действия перед Республикой Башкортостан и перед народом Республики Башкортостан. А всем, кто меня слушал, я передаю привет, поддержку, выражаю поддержку моим землякам. Я сам с Ишимбайского района. Я знаю, что ишимбайцы, они сильный народ. Куштау всем доказал, всем показал. Хоть и Хабиров у нас, да, тоже сам с Ишимбайского района, но, как мы видим, он все делает только против своих же земляков. Я же своим землякам передаю большой привет свой. Держитесь. Мы в любом случае наши земли никому не отдадим. И все виновные будут наказаны рано или поздно. Хау булады, хурмәтле милләттәшләр. До свидания. До новых встреч.